Здравствуйте! Продолжаем с вами изучать курс «Человек и общество». Урок проведу вам я, Лавринова Екатерина Вадимовна. Много дел у вас на пути, будет больших и малых. Только всему, что ждет впереди, школа стала началом. Независимо от того, где вы живете, в селе или городе, независимо на каком языке вы разговариваете, всех вас, ребята, объединяет то, что вы школьники. Школа – это самый первый обязательный шаг каждого человека в становлении его личности. Сегодня на уроке мы будем с вами говорить на тему «Школа и ученик», «Самообразование», «Права и обязанности школьника». Если спросить у каждого из вас, для чего вы посещаете школу, многие из вас основной причиной наверняка назовут для получения образования, для того, чтобы узнать что-то новое. Знания и навыки человека помогают ему принимать верные решения, обеспечивать свои потребности, помогать своему государству. Школа зародилась в Древней Греции, но обучались там только мальчики. В классе были ученики разного возраста. Они писали на дощечках, покрытых воском, стилем, палочкой, один конец которого был острым, а другой тупым. Грамотные люди во все времена почитались и ценились в обществе. Если древние греки считали школу местом для бесед мыслителей со своими учениками на различные темы, то уже в Древнем Риме школу понимали как организацию, дающую воспитание и образование. Шло время, школа развивалась вместе с обществом. В 20 веке сформировались такие школы, в которых мы учимся сейчас. За все время их существования много поменялось. Вместо папирусов и бересты появились тетрадки, потом появились книги, учебники, компьютеры. Теперь школьники изучают множество предметов. Впервые школы в Кыргызстане появились во второй половине XIX века. До этого лишь небольшой процент мальчиков обучались в религиозных учреждениях, медресе. Какую роль образование играет в нашей жизни? Помогает ли оно нам? Давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Образование в жизни человека. Согласитесь, трудно представить себе современного человека, который не смог бы посчитать сдачу в магазине, прочесть надпись на дорожном указателе, настроить телевизор с помощью пульта или не знал бы, например, о том, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Эти, казалось бы, совершенно незначительные вещи современный человек умеет делать благодаря своим знаниям. Возможно, кто-то из вас скажет: «Подумаешь, знания, какая мне польза от того, что я знаю, кто такой Пушкин? Мне бы денег побольше, тогда я все смогу». Ведь, как там гласит народная мудрость, одними знаниями сыт не будешь. Но так ли это? Однажды караван путников заночевал посреди пустыни в заброшенном оазисе. Водоем, который некогда был полон воды, пересох, а все, что осталось от бывшего островка жизни, это несколько пальм да заброшенная старая хижина. Проснулись утром путешественники и обнаружили, что один из их путников исчез вместе с караваном, не оставив им даже капли воды. Один из спутников был так расстроен, что просто не мог прийти в себя от бешенства. «Этот подлец украл все! Тебе еще повезло, старик!» – бросил он своему напарнику по несчастью. «Что у тебя не было столько товара, сколько у меня! Я разорен!» Не все. У меня остались знания. Это сокровище, которое следует за тем, кто им обладает. Его нельзя украсть. «Какой толк в знаниях? Мы умрем в пустыне без воды!» – сердился купец. «Даже этот оазис пересох!» Старик улыбнулся, достал небольшую чашечку, затем выкопал на дне пересохшего водоема небольшую ямку, поставил туда чашку и накрыл ее пальмовыми листьями, а поверх них положил тяжелую золотую монету. Сперва купец подумал, что старик сошел с ума, но каково же было его удивление, когда спустя некоторое время в чашке стала собираться вода.
Песок на дне ямы влажный. Солнце нагревает его и выпаривает влагу. Она оседает на пальмовых листьях и благодаря тяжести монеты стекает в чашку, объяснил старик. Затем он срезал полный стебель сухого тростника, воткнул его в дно водоема и стал посасывать. Вскоре из стебля показалась вода. «На дне водоема вода прячется на маленькой глубине», объяснил старик удивленному купцу. Пока они шли через пустыню, старик добывал воду отовсюду. Из кактуса и камня, из росы и верблюжьей колючки. Когда путники наконец-то выбрались из пустыни и дошли до города, купец дал старику денег и сказал: «Действительно, знание – это сокровище, которое всюду следует за тем, кто им обладает». Ну что, вы до сих пор считаете, что деньги важнее полученных знаний? Согласитесь, роль знаний в жизни человека воистину неоценима. Как только рождается маленький человек, он сразу начинает чему-то учиться, узнавать окружающих его людей, учиться самостоятельно принимать пищу, говорить и другим житейским премудростям. Без знаний невозможно построить дом, научиться лечить людей, хорошо управлять автомобилем, сыграть на любом музыкальном инструменте, познавать окружающий мир, приспосабливаться к условиям современной жизни и технологиям. Ничего нельзя сделать без определенного багажа знаний в голове. Ведь недаром еще английский философ Фрэнсис Бэкон однажды сказал: «Знание – это сила». Посещая школу, вы все являетесь участниками образовательного процесса. Образовательный процесс – это обучение, общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, овладение той или иной конкретной деятельностью, лежащей в основе формирования личности. Смысл обучения состоит в том, что педагог и ученик взаимодействуют друг с другом. Иначе говоря, этот процесс двухсторонний. Также, помимо вас, учащихся и учителей, педагогов, участниками образовательного процесса являются ваши родители. Обеспечивая разнообразие образовательного процесса, наряду со средними общеобразовательными школами функционируют школы-гимназии, лицеи, авторские и частные образовательные организации, где ведется углубленное изучение отдельных предметов. Что же такое образование? Давайте разбираться. Образование – это процесс получения знаний, умений, их совершенствования, а также результат обучения. Образование предусматривает несколько ступеней или уровней. В школе вы получаете среднее образование. Среднее образование делится на 3 этапа. Начальное общее образование, сюда относятся классы с 1 по 4. Основное общее с 5 по 9 классы. И среднее общее – это 10 и 11 классы. Согласно законам Кыргызской республики, начальное и основное общее образование обязательны для всех. Окончив 9 класс, школьник получает свидетельство об основном общем образовании. После окончания 11 класса аттестат о полном среднем образовании. Полное среднее образование необходимо тому, кто решит поступать в институт или же университет. Основная задача учащегося – применять полученные в школе навыки и знания в жизни, уметь применять правила. При этом, ходя в школу, находясь в социуме своих сверстников, вы не только получаете знания, вы формируете себя как личность, формируете свой характер. Но при этом, живя в 21 веке, мы все понимаем, что школа и педагог не единственный источник знаний. Каждый может также параллельно со школой заниматься самообразованием. Самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных занятий вне школы,
без помощи преподавателя. Желая углубить свои знания по тому или иному предмету, ученик может посещать дополнительные занятия, кружки. Также можно смотреть видеоуроки, читать книги, искать дополнительную информацию в интернете. Но к любой информации нужно относиться критически. Иначе говоря, мы должны научиться быть медиаграмотными, чтобы получить только достоверную информацию. Что же такое критическое мышление? Давайте просмотрим видеофрагмент и узнаем ответ на данный вопрос. Чтобы раскрыть это преступление, мне нужно кое-что. Что? Это элементарно, Ватсон. Критическое мышление. Благодаря ему я раскрыл множество преступлений. Что такое критическое мышление? Давайте я лучше покажу вам. Это будет небольшой эксперимент. Для этого нам нужно в одно место. Это будет сюрпризом. Вот мы и пришли. Дети, вам нужно угадать, что же стоит перед вами. Это столб. Это большая бочка. Это что, веревка? Сколько различных мнений. Дети, снимите повязки и посмотрите, что это было в действительности. Ничего себе. Да, ребята, вы делали выводы о слоне, узнав лишь часть правды. Не верьте всей информации, ведь не все может быть правдой. Лишь проверенные факты составляют правдивую новость. Таким образом, критическое мышление – это способность ставить все под сомнение, ведь любую информацию стоит проверять. А как проверить информацию? Хороший вопрос. Чтобы проверить информацию, можно задать вопросы. Кто тебе дал эту информацию? О чем эта информация? Зачем тебе дали эту информацию? Задайте еще вопросы. Когда и даже как тебе дали эту информацию? Исходя из этих вопросов, вы сможете вывести более точную картину событий. Вы замечали? Люди склонны доверять информации, если это говорит известный человек или персонаж. Поэтому в рекламах часто используют знаменитых людей. Мы живем в век информации, поэтому один из главных навыков, который нужно развивать, это способность мыслить критически. Анализируйте полученные знания. Взвешивайте все «за» и «против». Задавайте правильные вопросы. Итак, ребята, так что же такое критическое мышление? Критическое мышление – это умение человека правильно оценивать информацию, умение задавать вопросы. Один мудрец сказал: нельзя назвать умным того, кто говорит, что все знает, потому что невозможно знать все. Умный – это тот, кто знает, где и о чем можно прочитать. Читайте книги, смотрите образовательные программы, задавайте вопросы, находите дополнительные источники информации, развивайте свою память и речь. Это все вам обязательно поможет в будущем. В чем же состоит ценность образования? Я бы хотела, чтобы мы ответили на данный вопрос, прослушав небольшой рассказ. У крестьянина перестал работать трактор. Все попытки крестьянина и его соседей починить машину были напрасны. Наконец он позвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует статер, поднял капот и все тщательно проверил. Затем взял молоток, прицелился, один раз ударил по мотору и привел его в действие. Мотор затарахтел, будто и не был вовсе испорчен. Когда мастер подал крестьянину счет, тот удивленно взглянул на него и возмутился. «Ты хочешь 100 монет только за один удар молотком?» «Дорогой друг», — ответил мастер, — «за удар молотком я запросил только 1 монету, а остальные 99 монет я беру с тебя за мои знания, благодаря которым я исправил поломку, сделав всего лишь 1 удар молотком по нужному месту». Какой мы можем сделать вывод из данной истории? Если вы обладаете знаниями,
умениями и навыками, вы всегда будете востребованным мастером своего дела. Какие же права и обязанности есть у учащихся? Прежде чем ответить на данный вопрос, давайте разберемся, а что значит иметь право или нести обязанность? Право – это совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, которые устанавливает и защищает государство, а также наука, изучающая эти нормы. Значит, права – это некие правила, которые должны выполнять все люди, чтобы жить счастливо и хорошо. Государство должно следить за тем, как выполняются правовые нормы, как соблюдаются права людей, помогать своим гражданам наказывать тех, кто мешает жить другим, нарушает их права. Права учащихся записаны в уставах тех образовательных организаций, где они учатся. Устав – это свод правил, регулирующий деятельность организации, например, школы, в котором содержатся нормы, распространяющие свою власть на всех участников этой организации. То есть, если это устав школы, то в нем обязательно будут прописаны права и обязанности всех участников образовательного процесса. Напомню вам, это ученики, учителя и родители. Основная цель любых правил в школе – это создание безопасных и полноценных условий для пребывания учащихся на территории образовательной организации, формирование у школьников познавательных способностей, а также навыков хорошего поведения в социуме. Какие же права учащихся записаны в уставе любой образовательной организации? Это право на получение образования, право на пользование библиотекой, учебниками или художественной литературой, право на пользование культурно-спортивными и иными ресурсами школы, право на развитие творческих способностей во внеурочное время, например, в кружках, право на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободу выражения собственных взглядов и убеждений. С другими правами учащихся вы можете ознакомиться, прочитав параграф номер 11 на странице 51 ваших учебников. Также, ребята, не стоит забывать о том, что если есть права, значит обязательно будут и обязанности. Одного без другого не существует. Обязанность – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и обязательных для выполнения. Обязанности учащихся – выполнять устав школы, то есть те правила, которые в ней установлены. Соблюдать школьную форму, выбранную в данном образовательном учреждении. Бережно относиться к имуществу школы. Соблюдать правила по технике безопасности. Уважать других учащихся и педагогов, персонал школы, относиться ко всем корректно и вежливо. Если все участники образовательного процесса будут соблюдать свои права и обязанности, вести себя корректно по отношению друг к другу, уважать достоинство каждого, то учиться будет гораздо проще и интереснее. Что мы узнали сегодня на уроке? Тема нашего занятия была как никогда близка и понятна вам, ребята, ведь мы говорили о школе. А школа на данный период вашей жизни – неотъемлемая ее часть. Мы познакомились со следующими определениями. Образовательный процесс – это обучение, общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, овладение той или иной конкретной деятельностью, лежащей в основе
формирования личности. Образование. Образование – это процесс получения знаний и умений, а также их совершенствования. Самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных занятий вне школы, без помощи преподавателя. Устав – это свод правил, регулирующий деятельность организации, например, школы, в котором содержатся нормы, распространяющие свою власть на всех участников данной организации. Право. Право – это совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, которые устанавливает и защищает государство, а также наука, изучающая эти нормы. И обязанность. Обязанность – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и обязательных для выполнения. На этом наше занятие подошло к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!